Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Третья международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит в эти дни у нас в Душанбе, продолжает свою работу на пленарных заседаниях и интерактивных диалогах, которые соответствуют диалогам вводной конференции Организации Объединенных Наций 2023 года. Необходимо отметить, что в ходе своего выступления на третьей международной конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул: мы все вместе смогли поставить тематику воды в центр глобальных переговоров о развитии и сплотить мировое сообщество вокруг этой чрезвычайно важной темы. Душанбинская водная конференция стала механизмом, побуждающим правительство, Организацию Объединенных Наций и всех других партнеров воплощать намерения и действия и стимулировать принятие новых обязательств, которые будут зарегистрированы в повестке дня действий по водным ресурсам. Так, сегодня, 12 июня, в Кохи-Сомон в рамках третьей международной конференции высокого уровня состоялось пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода и глав официальных делегаций. На пленарном заседании выступили более 60 специалистов и экспертов, которые в своих докладах отметили о глобальных инициативах Таджикистана, инвестициях в сфере воды и климата, населения, нуждающимся в питьевой воде, целях устойчивого развития, путях решения проблем водоснабжения, доступе к воде и охране природы во всем мире. В рамках третьей Душанбинской конференции по водному десятилетию действий проходит 5 интерактивных диалогов, которые соответствуют диалогам водной конференции ООН 2023 года. Диалоги посвящены реализации целей и задач международного водного десятилетия действий, обзору прогресса, стимулированного водной конференции ООН 2023 года, в частности, реализации повестки действий по водным ресурсам, выявлению вызовов и возможностей в их реализации, обмену передовым опытом и инновационным решениям и укреплению партнерских отношений между заинтересованными сторонами для реализации целей, связанных с водой. Диалоги охватывают следующие темы, соответствующие тематике водной конференции Организации Объединенных Наций 2023 года. Первый интерактивный диалог «Вода для здоровья. Доступ к воде, санитарии и гигиене, включая права человека на безопасную питьевую воду и санитарию». Второй интерактивный диалог «Вода для устойчивого развития. Оценка воды, взаимосвязь воды, энергии и продовольствия, а также устойчивое экономическое и городское развитие». Третий интерактивный диалог «Вода для климата, устойчивости и окружающей среды. От истоков до моря, биоразнообразие, климат, устойчивость и снижение риска стихийных бедствий». Четвертый интерактивный диалог «Вода для сотрудничества. Трансграничное и международное водное сотрудничество, межсекториальное сотрудничество, включая научное сотрудничество и вода в рамках повестки дня на период до 2030 года». Интерактивный диалог номер 5 «Десятилетие действий по водным ресурсам. Ускорение реализации целей десятилетия, в том числе посредством плана действий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций». В целом, программа третьей Душанбинской конференции по водному десятилетию действий повторяет структуру конференции ООН по воде 2023 года, включая пленарные заседания, 5 интерактивных диалогов, которые комплексно рассматривают прогресс, достигнутый с момента конференции Организации Объединенных Наций по воде 2023 года. Основной целью третьей Душанбинской конференции по водному десятилетию действий является дальнейшая активизация общих усилий и поддержка осуществления добровольных обязательств, зарегистрированных в водной повестке действий конференции ООН по водным ресурсам, а также стимулирование новых партнерских отношений и ускорение действий по достижению целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В рамках второго интерактивного диалога на тему «Вода и устойчивое развитие», который состоялся в Душанбе в рамках третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, обсуждены совместные работы по преобразующим способам во всех секторах с тем, чтобы избежать негативных последствий. Участники диалога дали оценку воде, обсудили, как реализовать разумные инвестиционные стратегии в области водных ресурсов и широко внедрить стратегические экологические оценки, подкрепленные механизмами устойчивого финансирования и ценообразования на воду, которые отражают уникальный социальный статус воды и ее неэкономическую ценность. Участники обсудили практические шаги для обеспечения межсекторального ощутимого прогресса в достижении целей устойчивого развития, в том числе посредством реализации общесистемной стратегии ООН в области водоснабжения и санитарии. Цель диалога – подчеркнуть роль природосберегающих решений в восстановлении поврежденных экосистем и поддержке глобального гидрологического цикла, при этом уделяя особое внимание сельскому хозяйству как крупнейшему потребителю пресной воды и ключевому элементу взаимосвязи вода, энергия, продовольствие, экосистемы и основной фактор экономического развития сельской местности. Более 150 отечественных предприятий и компаний представили свою продукцию на выставке промышленности Таджикистана, которая проходит в Душанбе в рамках третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. В целях обеспечения развития сферы промышленности и достижения стратегические цели ускоренной индустриализации страны 10-13 июня текущего года в Душанбе проходит выставка промышленности Таджикистана. Данная выставка организована в рамках третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Цель выставки – представить гостям Душанбинской водной конференции продукцию предприятий промышленного производства и тем самым укрепить сотрудничество со странами-участницами. Меня зовут Рефик Шабанович, я посол Хорватии в Таджикистану. Я могу сказать, что ваша страна очень красивая. Город Душанбе так красивый город, зеленый, чистый, очень много цветов. И ваши люди, у них сердце очень большое. Я задивлен, как они хорошие. Это я второй раз на конференции. Я был 2 года назад и сейчас второй раз на конференции. И я думаю, я верую, что эта конференция будет нам показала и нас научила, что мы должны начинать, как защитить воду. Вода и очень важна. И мы должны думать, что мы будем оставили нашим детям, нашим внуцам. Я пробовал ваши фрукты, ваши овощи. Это 100% природное. Я вам скажу, у нас, у Европском Союзе, они так, как лучше, когда вы кушаете не близко, как это 100% природно, это так красивый запах, так вкусно. Выставка является площадкой для демонстрации торгово-экономического и производственного потенциала Таджикистана. На выставке промышленности Таджикистана наряду с другими отраслями представлена сельскохозяйственная, машиностроительная и оборонная техника. На промышленной выставке Таджикистана представлена продукция машиностроения, оборонной и химической промышленности, а также сельскохозяйственная техника. Так, компания «Агротехсервис», которая функционирует в городе Гиссар, наладила сборку и производство белорусских тракторов и полуприцепов, которые используются в агропромышленном комплексе. На Экспо Душанбе представлены товары и услуги различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, туризма и других секторов экономики Таджикистана. Участники выставки знакомятся с новейшими достижениями таджикских предприятий, а также налаживают деловые контакты с потенциальными партнерами. Свою продукцию представили сферы машиностроения, оборонной и химической промышленности, горнодобывающая промышленность и полезные ископаемые, энергетическая
и строительные отрасли, легкая промышленность и шелководство, пищевая промышленность, угольная отрасль и другие. Компания «ИМОД», первый отечественный производитель электрооборудования, представил свою продукцию, отвечающую международным стандартам. На выставке компания «ИМОД», первый отечественный производитель электрооборудования, представил свою продукцию, в числе которых интеллектуальные биллинговые счетчики, электрические трансформаторы, а также электрические и солнечные водонагреватели. Выставка промышленности Таджикистана продлится до 13 июня. Карим Хайдар, Дилшод Хушбахт, новости. В рамках третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» в Кохи-Сомон организована и проходит международная выставка «Переосмысление значения воды». Ее цель – повысить осведомленность о принимаемых мерах и достигнутом прогрессе в реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и итогах водной конференции Организации Объединенных Наций 2023 года, в том числе в водной повестке действий. И для этого выставка демонстрирует передовые знания, наилучшую практику и достижения науки в области водных ресурсов. Выставка направлена на дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества между заинтересованными сторонами, внедрение инновационных способов и методов, техник и технологий устойчивого управления водными ресурсами, а также на налаживание тесных деловых связей между различными заинтересованными сторонами. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Не переключайтесь.